Якутский артезианский бассейн, один из крупнейших артезианских бассейнов мира. Треть Якутии занимает эта структура, это вообще шикарная. Алекминские термальные источники, 50 градусов. Пожалуйста, строй там заводы, теплицы. Западноевропейские ученые до последнего не верили, что существует вечная мерзлота. Вода у нас в жидкой фазе до глубины почти 16 километров. Виктор Васильевич Шепелев, доктор геолого-минералогических наук, профессор, действительный член Академии наук Республики Саха-Якутия, родился 16 сентября 1941 года в городе Якутске. В 1955 окончил 7 классов школы номер 16 города Якутска и поступил на гидротехническое отделение Якутского речного училища. С 1961 по 1965 годы учился на геологическом факультете Новочеркасского политехнического института. В 1969 году был направлен в очную аспирантуру кафедры гидрогеологии и инженерной геологии Ленинградского горного института имени Плеханова, который окончил в 1973 году успешной защитой диссертации по теме «Формирование и режим наледей в Восточной Якутии». Являясь главным научным сотрудником Института мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук, Виктор Шепелев ведет научно-популяризаторскую и просветительскую деятельность. Он главный редактор научно-популярного журнала «Наука и техника в Якутии». Виктор Васильевич Шепелев является одним из ведущих специалистов страны в области гидрогеологии криолитозоны и общей геокриологии, автором и соавтором более 400 научных трудов, в том числе 20 монографий, брошюр и учебных пособий. Исследования Виктора Васильевича Шепелева несут общетеоретическую направленность. Им предложено новое понимание о криолитосфере Земли и ее водообменной функции, конкретизирована схема круговорота природных вод на основе принципа их единства и учета фазовых переходов, предложены новые подходы к оценке факторов колебаний глобального климата. Помимо научных исследований, Виктор Шепелев выполняет большую научно-организационную и экспертную деятельность. Активная научная и просветительская деятельность Виктора Васильевича была отмечена рядом правительственных и профессиональных наград. В 2000 году за выдающиеся научные работы в области географии ему был выдан диплом Русского географического общества. В 2001 присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Саха-Якутия». В 2014 присуждена Государственная премия Республики в области науки и техники, а в 2016 присвоено звание почетного гражданина города Якутска. Да, но это вообще уникальная вещь. В Якутии, это, которую называют колыбелью вечной мерзлоты, сибирским сфинксом, где зафиксирована максимальная глубина проникновения холода с поверхности вглубь Земли, почти 1,5 километра. И тем не менее, есть родники, источники подземных вод, так называемые, которые относятся к субтермальным, термальным, то есть горячим и теплым. И такие источники есть, они есть и в Южной Якутии, вот этот Наход, там не только Наход, есть еще Алекминские термы, Тургунчанские термы, Алекминские родники с температурой плюс 50 градусов. Но она не меняется. В январе, если измерить, плюс 50, и в июле будет плюс 50. В Находе там температура где-то около 26-30 градусов. Это откуда такое тепло? Тепло это из недр. У нас недра Земли очень горячие, до около 5000 градусов. Но это тепло-то идет вверх, к охлаждающей поверхности, по законам физики. И, естественно, именно по этой причине западноевропейские ученые
до последнего не верили, что существует вечная мерзлота. Как это, какая вечная мерзлота, если тепло 5000 градусов, и все тепло идет к поверхности? У нас, говорит, здесь, в Европе, и в Норвегии, тоже север, нет никакой вечной мерзлоты. А вот поступают сведения в Сибири, что вечная мерзлота. До сих пор не верили, до тех пор, пока не была пробурена, вернее, шахта Шульгина вот, задана. Только тогда, когда приехал Мидендорф, член Академии Российской, и померил температуру в шахте Якутской, и расчетным путем определил, что мощность вечной мерзлоты вот в Якутске 200 метров, написал статью об этом, и эта статья облетела научные журналы всего мира и произвела фурор просто. Артезианский бассейн – это вот бассейн накопления подземных вод в земной коре, своеобразная чаша. Он впервые был обнаружен бурением во Франции, в провинции Артезия, поэтому так и назвали артезианский. И у нас в Якутии существует Якутский артезианский бассейн, один из крупнейших артезианских бассейнов мира. Его площадь около 1 миллиона квадратных километров. То есть треть Якутии занимает эта структура. Это вообще шикарная. И в этой структуре подземные воды имеются различного состава. Есть и пресные, есть и минеральные, лечебные воды, есть и термальные воды. Использовать можно, да. Термальные вот эти алюминские термальные источники, 50 градусов. Пожалуйста, строй там заводы или теплицы. Так что горячие родники для Якутии, в общем-то, это действительно типичные. Ну, не типичные, а, в общем-то, есть. Ну, я бы этот вот век в области науки назвал бы не серебряным, а золотым. Если в культурном плане он серебряный, может быть, действительно так. Но если посмотреть личности ученых, которые работали в этом период, это конец XIX века и начало XX века, вот серебряный век, да? Это личности вообще, ну, начнем вот с Менделеев, химия, это вообще величина мирового значения. Попов, радио, Павлов, физиолог, психолог, причем некоторые и нобелевские лауреаты, в частности Павлов, Мечников, тоже нобелевский лауреат, Жуковский, это аэродинамика, Столетов, физика. В общем, целая плеяда колоссальных, в общем-то, личностей, которые обогатили не только российскую науку, но и мировую науку, в общем-то, фундаментальными знаниями. Самое-то главное, что эти знания в основном внедрялись в жизнь. Но вот у меня есть статья про Вернадского. Вернадский – это вообще личность. Я его сравниваю с такими энциклопедистами. Это энциклопедисты, в общем, такой, как Бюфон, это Гумбольдт, Леонардо да Винчи. Вот этот уровень такой же вот Вернадского. Он, в общем-то, основоположник учения о биосфере Земли. Очень многое дал он в изучении геохимии, в радиохимии. Но славился его великолепные фундаментальные знания в области ноосферы. Это вообще, в общем-то, я считаю, что он основоположник, что ли, вот этого направления научного, хотя, в общем-то, первые попытки создания такого направления были во Франции сделаны еще в начале 20 века. Да? Вот. Так что личности у нас действительно были очень знаковые в этот серебряный век или золотой век науки. Мы должны ими гордиться и стремиться, чтобы создавать условия для того, чтобы и в нашей стране, в новой России появлялись такие имена.
шутки с рекой Леной очень могут дорого обойтись. Река Лена – это не та речушечка,